Всем привет, как говорится. Обзорная по Якутску. Все, я выгрузился. Сейчас до Бестяха по нон-стопам, если батарейка не сядет. Хоть подморозило, тут все таяло, получается. Я 1 числа, 1 апреля сегодня. Всех с праздником. Любителей поржать, как говорится. А до этого 5-6 плюсов было. Тут начинало таять. Я бы, наверное, тут забодался выехать. Хоть это. Ну, сейчас тоже -3, но ночью -14 было. Я заезжал. Ну, я заезд не заснял. То есть с пассажиром ехал. Как-то неудобно снимать. Это, получается, ночью сюда подъезжал. Там УАЗик сломанный был на трассе. Его 100 километров до Качкац дотащил он этот. Не видно его за мной. Я так ему аварийкой мигаю. Он так раз появляется. Оп, увидел, что он еще на месте со мной едет. Что-то он, да, у него радиатор как-то это поломался, в общем. Тоже, в общем, сейчас зацените тут. Так, тут надо выскакивать. Хоть никого нету. Ну тут по этой улице такая дорога ушатанная. Сейчас оцените перед поворотом на Зимник. Попроваливалось, так не было раньше. Надо там срочно что-то делать, потому что там даже на грузовике там Андрюха у меня вчера выгружался здесь. Он говорит, тоже там на ямах это бак пробил. Такие канавы. И сейчас тоже утром мне звонил, в Алдане стоит, не пускают в сторону Нерингри. Оттуда, когда на машины идут, и все равно перекрыли. Говорит, там 4 ДТП каких-то. Где-то кто-то, вот на Белой горе, что я снимал, вот в этом поворотике, там кого-то сложило, перекрыло. Одна полоса свободная. Понятно, я пока доеду, наверное, уже откроют. Я как это, обычно у меня все вовремя. Я по сухому, считай, все доехал до Улу. Там постоял, подождал. Тут подморозило, я переехал. Никакой воды нет на переправе. Сейчас назад еду. Уже, наверное, снегопад основной прошел. Наверное, будет все равно что поснимать. О, эту не закрыл. Сейчас бы прилетело что-нибудь. Вот тут бухта, а сейчас забор закончится. Зимуют суда тут всякие. Вон полная она там. И паромы, наверное. Вон она полная, видите. Это как объездная считается. Это по факту я там по промзоне еду. Частный сектор здесь. И вот река, вон она там уже. Туда, если дальше ехать, это будет как раз на паром, где садятся. А выезд переправы, он там подальше. Так, что? ДТ-94. А я вчера заправлялся на этом. Реально, да, так и сделали по вездеходу. Так, 89,90 цена. А так 107. По топливной. Я чутка долил там. Оба-на. Все, 107. Так, тут у нас автоматическая
94,50 дизель, 77,52, 95, 81, 98, 87. Так, вот кому-то база, если нужна, вот телефон. Что там посторонних звуков нет? Надо этот ленивец опустить на всякий случай, а то на этих ямах. Ну, он бывает, как его, он же небольшая высота от земли, где-то на перепаде его раз поджимает к прицепу, ну и колесо типа чуть-чуть проворачивается вместе с крылом. Ну, прям на таких кривунах, прям нормально, ну, на всякий пожарный. Выставка техники. Видите, так что, это шантуи всякие разные. Ну а город, в принципе, весь он как бы основной. И там как раз мы с переправы, грубо говоря, я направо сюда поехал, а налево уже в город. Ну тут как-то и стоять негде. Куда чего. Надо убегать. Тут же уже с сегодняшнего дня еще снизили там что-то нагрузку. Ну они, видно, 27-го, по-моему, 30 тонн поставили общую массу. Ну какие-то такие новости. Или официально сегодня, или... Вон тут вот, смотрите. Что за яма? Почему? Ну тут, в принципе, подсыпали что-то, да. Что это за звуки посторонние? Как вроде что-то отломалось. Как бы и не буксануть, оно все во льду. Ну что, это легкая, когда машина такой вездеход. Ну, когда не груженный. Вот, скоро сворачиваем. Вот это вот какая-то участок, не знаю, прям елки-палки. Париж-Дакар. Спецучасток, короче. И вот нам вот здесь поворачивать и на лед. А туда дальше уже, ну, видите, пошли дома и сам город. Тут основное сейчас это выскочить. На ту сторону как-то скользковато было. Андрюха говорит, не посыпано. Так, это что, обгонять собрался? Братан, там яма как раз размером, как у тебя машина. Бля. Ёлки-палки. Так, дайте. Так, поднять ленивец. Все,
Какой это был Якутск? Сейчас будет ледовая переправа. Ну, чисто по льду я вроде как-то замерял. 13 километров ехать. Магадан 2018. Но нам туда не надо. Там Артур, бродяга, все повыгружался. Сейчас, наверное, выбегать будет. Он в Синегорье. Ну, это получается 400 от Магадана. Он уже в эту сторону проехал. По-моему, там или больше 500, наверное. Ну да, в этом году что-то прям раннее потепление. Там смотрю, там уже на зимник машины попроваливались. Ну, те, кто по зимнику Арктика. Ой, это что за... А, это сиденье так скрипнуло, что ли? Что, или уточки завелись в машине? Ну, в общем, как-то рановато потеплело, в общем. Там фотки в этой, ну, группа там, кто там по зимникам, самосвалы вот эти 8х4. Ну, они тяжелые, а грузят их, а он что, получается, сам эта точка опоры, наверное, маленькая, по 45 тонн там навалено, в бигбэгах этих всякое. И попроваливались, в общем. Вот она, выход на реку. Тут, видите, пока воды нету. Тут же вода летом. Песок берут. Так. Аккуратно. Ну, это по факту вода, видите, поуходила. Лед лег по рельефу. А так тут, ну, получается, раз там, видите, корабль, видите, сюда. Так, ладно, там сейчас сзади у меня толпа хочет атаковать. А мою траекторию попробуй угадай. Куда я сейчас вильну? Так, а тут надо разгоняться, походу. Знаете, это, разгоняться, не стесняться. А то... Ой, ай. Ну так вот на малом газу инерция есть. Потому что если газ как-то топтануть, в этом месте и стоять придется. А тут везде потом вода поровняет, опять тут все будет ровненько. Ну, когда песок заровняет все эти карьеры, и каждый год тут и все заново намывает. Какой движняк вообще. Сколько машин. Ну, это по острову едем, видите, как это. Вода, когда была замерзла, лед лежит на песке. Основное русло, наверное, вот там уже будет, где именно по льду. Так, не знаю, по колее ехать в колее или по верхушкам. Снимает. В общем, не знаю, что рассказать. В общем, до 15-го официально она работает, это переправа апреля. Ну, со снижением нагрузки. Но я как-то перегружали. Еще ездили эти вездеходы-одиночки. Тут уже по рыхлому этому снегу, когда вода сверху уже полностью еще ездит. А когда вода уже ушла сквозь лед, тогда уже все, нельзя.
Ну, как обычно они, я так понял, до первого утонувшего. Ну, тут как бы не то, что там на дно, ну, машина просаживается, потом, может, вытаскивают. Такого, что прямо провалился, эти течения ему несло, тут нету. Ну, он рыхлится, снег этот просто застреют уже, когда... Может, конечно, кто-то и оставлял тут машину, что не вариант вытащить. Но я не попадал пока. Я переезжал... Ну, то есть без тяхи стоял при этими... Ну, там 4-5 машин, одиночек этих приходили. Забирали с меня все и уезжали. Все, свободен. А, вот тут вот, где разнесены, видите, встречные потоки, тут уже на лед выходим. Короче, по рыбным местам едем. Так, ну и сейчас надо что, наверное, где-то пообедать. Без тяхи там встать негде все равно. Надо сразу чухать куда-нибудь, там кафешка. Километров через 80. Связи нету, потом следующее тут. Отсюда уезжаешь, Качекацак связь вводит, после Качекац до УУ, считай, 150 километров. В УУ мегафон только. Ну, тут как-то по трассе перестала она работать. Вроде раньше вышки стояли, а я так понял, питание на эти вышки как-то закончилась эта линия или что. Ну тут, видите, никто, рыбаки не сидят. Что 2 метра бурить. Ну, наверное, есть тут места где-то, где рыбачат, но тут как-то не видно рядом. Вон, видите, встречки там. Получается, вот запасная полоса. Вот 2 туда, 2 обратно. И они вот по мере износа по льду, получается, ту заливают. Когда она там уже трещины, то все закрывают, открывают эту намороженную новенькую. Все ездят. И так по очереди их там в состоянии таком пригодном. Ну, чтобы не набивались эти по рельефу. Потому что трескается, когда лед выбивается, ямы начинаются там. А тут они, получается, скважины бурят и насосами воду просто заливают, как каток. Когда бывает, открывают только полос, она вообще идеальная. Там у меня как-то есть видео там, да, на ледовой переправе. Она такая вообще как, ну, идеально ровная. Так, ну что в итоге? 33 литра, да? 8597 километраж. 150 литров на холостом ходу. Это я не любитель машины глушить просто. Ну да, средняя 40. Ну из-за этого что, стоишь, не глушишь. Да, сейчас будет ответственный момент, выезд на берег. Там как бы не сильно и ровно, и ну такая горка прям нормальная. Так, а это что у них? А, это он с колеи выкинуло, да? А, все, видно, что этот радиатор потек. Сейчас будет, наверное, звонить, радиатор заказывать. Ну вот, видите, лед такой он. Есть уже темного цвета. А так ничего, был такой светленький, когда новый намораживают.
даже посреди реки знак поставили. В другой район заскакиваем. Мегино-Кангаласский район. Так, у меня ленивец поднятый, да? 5, он видит. Ну, что-то 0,7 показывает, не знаю, ну, на ходу. Видно, передок не отошел. Передок же тут как-то математически рассчитывается, там же нет датчиков воздуха, нет. 5,5, короче, на ведущий. Рыбным местам. Ну да, подвезло, что подморозило, а то уже была это. Ну как, вода стояла там вот именно в этих ямах перед выездом. Ну как бы немного, в принципе, там по... Что-то вон, сиденье у меня. Что с ним стало? Таких звуков не было раньше. Этот... Ну, кто там, да, 15-го уже переезжать, тут везде как бы будет мокро. Под закрытие. Ну, там, в принципе, и после 15-го едут там. Там вечно. Как это, кто-нибудь проехал, говорит, машина прошла, давай тоже едь. Ну, и начинаются вот эти бадания. Я поеду, я не... Ну, никто ж не хочет ехать. Приезжайте, забирайте. Официально закрытая, когда переправа, тут, может, и это... Транспортники там что-нибудь, ГАИ. Могут наказать, типа, ну, под кирпич, типа, наверное, едешь или как тут. Так, это тут я Америку как бы хотел не обгонять. Вот сбавил. Бензовозики бегут по той полосе. А так, видите, ну, река замерзала, все в торосах. А тут именно вот все это целое дело. Каждый год строят эту дорогу ледовую, обслуживают. Ну вот, считай, грузовики пустили вот, ну, прям после Нового года, по-моему, поехали. Ну, уже вес стоял для грузовиков. Ну, может, до Нового года переезжал еще. Ну, как официально. Красноярский прицеп. Так, 1 апреля, 2 часа дня по местному. Я свободен. Так. Эти надо потом отправить где-нибудь курьером еще. Так. Это что случилось с табуреткой? Там утки не завелись. Ну да, тут нормально, торосы уже такие повыше, да, он полмашины даже прячется за ними. Так, ладно, поеду я со всеми по полосе. Пусть с той стороны обгоняют. Кому срочно. И вон еще дорога идет вот. А, вот краны, я думал, те дальние. Ну да, вот за кранами где-то выход будет.
А, то видно машины, которые там есть для легковых накатано, они в центр там переезжают, ну, получается, как по прямой. И еще есть по трубе. Вот там, где заправка Опти, еще одна такая переправа, с другой стороны города выходишь. И еще одна в Качекацах. Это 100 километров, не доезжая. Не, ну тут как бы не считается, что это двухполосная, я типа по левой еду. Тут это просто широкая. Это как М12, в общем, построено. Тут даже круче. Туда 4 полосы, обратно 4. С запасными. А палка какая-то у него выпала. Ямку и палку объехал. Эти сразу в атаку пошли. Ну ладно, давай я сбавлю, едьте. А, у этого палки какие-то выпадают с КамАЗа. Хотя он везет вроде большие бруски. Тут что? А, это подкладки, наверное, какие-то. Так, ну да, в принципе, перед выходом там на берег надо подотстать, чтобы разогнаться, не помешали там. Да, в принципе, ну это вот голый лед. Тут глубина, как бы этот, не знаю, ну метров, наверное, 5-7-то есть точно. Это мне писали как-то, я думал, что это здесь. Тут 36 метров глубина, это где... Ну, узкое место тут есть. И дальше там за Якутском. Там, по-моему, максимально... Кто-то в комментарии писал 36 метров. А здесь как бы... Когда низкая вода, видно везде отмели эти. Как-то понятно, основное русло. Там паромы ходят без проблем. Но у них осадка небольшая. А, вот выезд уже, вот перед кранами, вот он. Ладно, подсброшу, то уж 4 машины впереди. Так, ну мы как это, как шаман Байкал лизал, не будем делать это. Отличился на Байкале, да. Ну, в целом, да, вот отсюда 13 км. Ну, может, 12. Она, в принципе, они в одном и том же месте каждый год. Эта дорога, она даже в навигаторе нарисована уже. А мост будет, получается, после Бестяха выезжаешь, ну, там на него заход, получается, по километровым столбикам, если 25 километров. И по факту, не знаю, вот когда мост появится, с Бестяха вот так вот кругали ездить, ну прям километраж будет такой не слабый, наверное, все равно будут и зимой делать этот зимник. Хотя это же затраты большие. Ну вот эти вот, как вот легковушки, где ездят, там такой он как бы, ну, самонатоптанный, или я не знаю, как они там. Или кто-то его, я не знаю, кто местный, скажите, вот это тут, где легковые, вот сейчас в бок поехали в центр. Его кто-нибудь строит, или это сами, как бы, торосы ж не протопчешь на легковой машине. Тоже там надо бульдозер какой-нибудь прогнать, или что-нибудь там, ну, хотя бы поровнее сделать. Ну, в общем, мост появится, будет кругаль. Ну, если ничего не делать тут.
тут, да, все время эпопея. Там, и кому интересно, наберите, как этот, на подушках через Лену переправа. Там вообще такой экстрим. Уже ледоход идет, вот эти льдины плывут, а они на этих аэролодках там вот так вот виляют, там газуют. Прям вместе со льдами. Такое зрелище, не знаю, надо. Это, ну, прямо сильно хотеть переправиться. Тут же легковушки там до последнего, вот эти полноприводные одиночки ездят, потом вот эти аэролодки начинаются. Паромы пойдут, получается, конец мая. Ну, обычно. Официальное открытие навигации. Так, ну вроде посыпано. Давай ладно, поеду как эти по прямой. Разогнаться я забыл, как обычно. Ну, потому что тут, гляньте, какой бугор можно. Ну, в натяжечку, так вот, в натяжечку малым газом, видите, она подбуксовывает, но инерции хватает ей. Нельзя сильно. Вот эта дорожка. Видите, она в центр приходит. Ну, грузовики тут вроде не ездят. Она просто и туда, и обратно по одной они катаются этой узкой. Так, батарейка еще не села. Ладно, тут выключусь, что. Ладно, сейчас отдохнет, чуть без тяг сниму. Так, сейчас будет ответственный момент. Подъем, выезд к светофору. Тут такой как бы крутенький. А тут видите, вот как замерзало вот. Еще вот основное русло заходило сюда к берегу. Так вот прям видно, как полоса идет торосов. Новая тема. Сидушка кря-кря. Процентный. Так, лишь бы эта пробка не была от светофора до сюда. А, она так и есть, по-моему, да? А, не, это КамАЗ не едет, который меня обогнал. Ёлки-палки, сейчас. Не, ну ладно, надеюсь, по этому песочку мы заедем. Ну и все, туда, если что, на Магадан, на светофоре. Так, можно я не буду останавливаться? Так-то я бы пропустил, конечно, но вдруг я не уеду потом. Так, КамАЗик. А, хорошо, нам с ним не по пути. Народный герой тут. Манчару, по-моему, так. Ну и вот это оплот цивилизации через речку от Якутска. Нижний Бестях. Классно, вон и бузы, все тут есть, ну негде на фуре стоять. Вот так вот под уклон станешь, не знаю, потом вообще вариант уехать, нет? Ну, на этой, может, вариант, там 6/4, а вот этот Донфэнг, 700 дорог. Что-то, мне кажется, это, как говорится, Хьюстон, у нас проблемы могут возникнуть.
Летом я вот тут иногда стою. Тут Сбербанк есть, банкомат. Ну и вот магазин, кафешка тут. Ну просто сейчас на одноногом вездеходе лучше не надо. Сейчас стащит в кювет. Это приключения. У нас следующая остановка — кафе «Мечта». Так. Все, освободили. А это на Маю, и туда можно на Эльдикан, как бы в сторону типа Хабаровского края. Ну там я как-то ездил в то место самое, Алах-Юнь называется место. Получается, едешь. Потом последние 100 километров там дорога шириной 3 метра, и я был 3 метра с тралом. И все, подождали, вышла машина. УАЗик, он говорит, подожди, еще КамАЗ идет за мной. Все, КамАЗ вышел, и мы поехали. Уже, ну как, они знают, чтобы навстречу никто не выезжал. Ну там такие участки, как бы, что негде разъезжаться. Понад рекой так идешь, потом часть по реке, потом перевал один, вот на нем можно разъехаться, ну просто как там совпадать. Перевал такой с прижимом, и все, и на месте. Это самые такие дебри, куда я ездил. На трале. Давненько уже. Тогда надо было снимать. Тут катались по всяким тропам вечно. Ну, когда ВСТО устроилась, все время едешь, потом нырь куда-то в лес и погнал. Такие дороги были, такие едем, бульдозер просто продрал какое-то направление, там выходишь, там камни, бревна убираешь, там скорость 5 км в час. А сейчас, да, на легком труде все, как на это, по асфальту. Хотя есть желание, конечно, в Дибри забраться, машину 6х6, но что-то вот сейчас вот как раз с Виталием ехал, который УАЗик тащил. Он говорит, да цены попадали в этом году что-то. Ну, именно с Бестяха туда на Чукотку. Что-то как-то, говорит. Даже вот сейчас конец зимника. Ну, как часто, понятно, дают уже, когда груз там. А вот именно поначалу. Вот сюда, если что, заворачиваете, это по трубе. Переправа. Ну, я как-то тоже раз снимал. Есть у меня видос там по трубе в Якутск. Так, тут что, 95-50. Ну, я так понял, по топливной будет 107. Тоже. А может и нет. Может 120. Так, тут пробка. Надо фиксировать такое. О. Зафиксировал. Как подкрадывается к Якутску. Так, ну и чё? Пробка уже на выезде из Бестяха. Такая вообще нормально она поедет, нет? Не, я этого пропускаю, но с заправки что перегораживать. Спереди стоят. А они что-то с заправки как-то неактивно пытаются залезть. Че, не будете залазить? Ну, ладно тогда. Сейчас проеду уже. Говорится, устал пропускать. Тут что-то... А, ну там еще этот заворачивает, надо ехать, да? Там на заправку. Донфэнк этот. Ну и все, в общем. А, это просто типа парковка. Вот, стоять негде. Просто взяли. Стали, ну, типа, наверное, на обочине. Короче, нерест идет на Якутск. Грузы прут косяками. Ночью все, вот я выехал, я в УУ стоял, там интернет, по видео потом позагружал, в 12 ночи поехал. Вот эти все карманы, которые есть, все битком просто. Ладно, в общем, на сегодня
хватит, в общем. Выгрузился. План мероприятий до Невера доезжаем. Звоним туда-сюда и, скорее всего, едем в Уссурийск грузиться на Екатеринбург. Легким грузом, как обычно, потому что что-то ценник попадал, то хоть свои родные и легкий груз. Ну, они все равно дают больше, чем по атишке, но как бы это... Едешь и, как говорится, слезы вытираешь от перспектив, как говорится, заработков с такими расценками. Все, ладно, всем удачи на дорогах. Давайте, будьте аккуратны. Как говорится, зима уже заканчивается. Ну, везде-то, в принципе, она закончилась, кроме как здесь. В общем, давайте, берегите себя, всего хорошего. Я тем временем добрался, вот мечта вот эта вот. 1074. Пойду обедать. Смотрю, тут машина вышла. Тут же на подъем. И что-то он не может уехать теперь с кафешки. Так что будем проверять, как мы отсюда уедем. Ну, есть-то все равно надо. Если что, я развернусь из Бестяха, как разгонюсь. Такой план, в общем. Ладно. Это не плановое включение, как говорится. Все пропало, а гололед, ждем лета. Так, ну все, я в мечте отметился. Поел, взял НЗшек. Ну, пирожки там. Такое все. О, резкий старт не получается. Ваня поехал. Все, сейчас ну, засниму первый мощный подъем после кафе. Так, вроде никто не едет. Кто-то едет, но далеко едет. Я сейчас в крупную жирную точку скроюсь. Ну, в принципе, нормально едет. Что-то этот выехал. Прям вышлифовывал тут. Это, наверное, были, может, сушильщики. Ну вот, чуть-чуть газку. И все, разгоняется. Нормально. Ну, понятно, что не буду повторяться. Сейчас втоптать. Все, она пробукснет и встанет. Все, короче, штурм завершил. Едем дальше. Обстановка тревожная. Везде снег. Ну, в Алдане, я говорил, дорогу закрывали. Андрюхе звонил, уже вне сети, значит, выпустили. Но он там один из первых возле прямо патрульки стоял. Они ему говорили, что будут пачками по 5 машин выпускать. А там, я не знаю, сколько в Алдане там народу собралось за все это время. Ну, они держали, получается, еще... Это он утром. Еще не пускали с вечера. Короче, за ночь там сколько народу. Короче, готовится массовое мероприятие там сейчас. В общем, так. Это я 100 километров только отъехал. Сейчас, ну, до Улу можно доехать. Там связь будет. Позвонить, может, там как раз Андрюха до Нерингра, если доедет, то можно уже посмелее вперед ехать. Потому что стоянки подзабитые и как-то, ну, в Тамоте там, где стоять, чего. В общем, куча пока мыслить о размышления, но в ближайшее время есть что делать. Да, Тамота сколько? 725 километр, ну 400, в общем, еще. Чуть меньше, наверное. 400, может, 370, типа того. Все, погнали. Наверное, уже будет. Я думал, сейчас зависну поснимать, а оно не зависло. В общем, ладно, следующая серия, наверное, будет уже продолжение рейса, но в другой. Все, ладно, всем удачи еще раз.